Русагина и Денис Сидоров. Доброе утро. Накануне в прямом эфире нашего телеканала Вячеслав Гайзер ответил на вопросы жителей республики. Их тематика самая разнообразная – ЖКХ, ремонт дорог, проблемы медицины, экологии, строительства жилья. После того, как сотрудники колл-центра произведут подсчет и систематизацию поступивших вопросов, они будут переданы главе республики. Впрочем, уже заявляется, что формат прямой линии губернатора ввиду своей особой популярности у зрителя будет продолжен. Светлана Некрасова осмотрела эфир. 60 минут общения и больше 40 вопросов от жителей региона. Прямая линия с главой получилась весьма насыщенной. В центре внимания как традиционные темы, так и новые проблемы, вроде бы существовавшие и ранее, но ставшие особенно актуальными именно сегодня. Первый вопрос о коммуналке, вернее о том, что делать с тем бардаком, который творится в этой сфере. Цифры в счетах растут. Жильцы подъездами обсуждают, что же такое общедомовые нужды. Глава отвечает, волна недовольства пошла с Нового года. Больше всего пострадали жильцы тех домов, где нет общедомовых приборов учета. Но не только потому, что теперь они платят по завышенным нормативам. На федеральном уровне нет четкого на сегодняшний день понятия расшифровки. А что же такое это общедомовые площади? То сложилась ситуация, когда очень многие управляющие компании стали включать в расчет этих общедомовых расходов площади, на которых на самом деле коммунальные услуги не производятся. То есть системы у них еще нет? Еще не устоявшаяся, да. То есть почему-то в расчет попали чердаки, подвалы, где, естественно, никаких жилищно-коммунальных услуг до кучи, чтобы так цифры. Да, а если мы посмотрим, особенно по многоквартирным домам, то площади этих помещений, они очень значительны. И, конечно, они во многом повлияли на тот расчет, который, собственно, был ими сделан и предъявлен людям. То есть люди правомерно возмущены? Абсолютно верно, да. То есть это необоснованно, на самом деле, предъявляемые расходы. После волны проверок коммунальные службы сделали перерасчет. На Ударе, например, его сумма составила 700 тысяч рублей. Второй вопрос – дорожный. Жители Выльгарта просят увеличить финансирование ремонта муниципальных трасс. Глава отвечает, в прошлом году на дорожную отрасль потратили беспрецедентные 9 миллиардов рублей. Это позволит в 2013-м сдать 96 километров готовых дорог. До этого рекордом была цифра 2003 года – 29 километров. На муниципальные дороги в прошлом году потратили миллиард. Результаты были впечатляющими. Это более 33 километров дорог местного значения. Это 156 дворовых территорий, более 240 подъездов к дворовым территориям. И что самое главное, в этом году мы сохраняем этот подход именно к помощи муниципалитетам. И мы опять выделили в бюджете этого года более миллиарда рублей для ремонта дорог. Врачи интересуются, будут ли доплачивать медсестрам, которые приехали работать в село. Врачи и фельдшеры получают так называемые подъемные, а младший персонал нет, хотя зачастую выполняет те же функции. Глава отвечает, выплаты врачам и фельдшерам назначили, чтобы привлечь их в село. Сработало. В прошлом году в глубинку поехали работать 62 специалиста. Теперь подумают и о медсестрах. В ближайшее время, уверен глава, выплаты сможет получать и младший медицинский персонал. Жители одного из старых домов по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре интересовало будущее его деревянной двухэтажки. Вячеслав Гайзер ответил, ее и еще 35 домов снесут, а на их месте построят новое современное жилье. Так что принимать предложения риэлторов, они, по словам звонившего, донимают жильцов предложениями о продаже, не стоит. Надо понимать, что желающих поспекулировать на этой тематике, конечно, будет много. Это однозначно. И тут, конечно, право выбора за самими жильцами, но я выскажу только свое мнение на этот счет, что можно дождаться действительно реализации программы, получить нормальное, комфортное жилье, новое. Или сегодня попытаться ввязаться в авантюру, потому что вы же понимаете, что те, кто хотят заняться этой спекуляцией, реальных денег, сопоставимых со стоимостью нового жилья-то ведь вам не заплатят. Тем более, что реализация программы по превращению части Октябрьского проспекта в современный жилой микрорайон стартует уже в конце 2013-го и закончится через 2-3 года. Краткироссы интересовались, когда достроят объездную сельскую дорогу, и жителей перестанут беспокоить мчащиеся по центральным улицам большегрузы. Вячеслав Гайзер отвечает, проектно-сметная документация уже готова, так что в следующем году вопрос будет решен. Вопрос из Воркуты о кучах снега, которые не вывозят с улицы, а складывают прямо во дворах и губят без того редкие для Заполярья деревья. Я вас уверяю, что завтра соответствующие, задания и объяснения мы получим.
и будут сказать, задания сказать, доведены и до Минархстройэнерго, и до руководства города. Поэтому вот то, как вы описываете ситуацию, конечно, категорически неверно, неправильно. Особенно учитывая условия Воркуты. Каждое дерево у них Тут дело даже не в деревьях, а действительно задвигать снег, создавая на придомовой территории. До августа таял, а потом наступила зима. Это неправильно, мы с этим будем разбираться. Из поселка Кажемка Городского района просьба начать строительство новой школы-сада не в 2015, а в этом году. Нынешнее здание уже не соответствует никаким требованиям. Вячеслав Гайзер отмечает, в капремонте сегодня нуждается 80 детсадов и минимум 5 школ. Найти деньги на все сразу не получится. Проектно-сметной документации на новую школу в Кажеме еще нужно пройти госэкспертизу, а после этого в 2014-м власти региона могут вернуться к вопросу. Еще по одной теме, судьбе ботанического сада Коминпединститута, глава свою позицию уже высказал. Здесь важно здраво подойти к решению проблемы, тем более, что есть вариант, который может устроить все стороны – и общественников, и власти, и застройщиков. Первое. Необходимо действительно определить вот эту зеленую зону, которая имеет ценность с точки зрения ботанических вот этих насаждений, биологического, так сказать, состава. В обязательном порядке облагородить, соответствующий план развития этой территории сделать. И самое главное, на мой взгляд, потому что для горожан это важно, сделать его открытой для доступа. А не так, как это было, вот, к сожалению, в КГПИ, и, может быть, именно поэтому привело к таким плачевным результатам его содержания. А та часть, которая на сегодняшний день, по сути, вот она заброшена и вот в таком состоянии находится, использовать как раз для решения вот, жилищных проблем, которые в Сыктывкаре есть. Из НТ вопрос от молодежи. Как глава относится к акции «Маевка»? Вячеслав Гайзер отвечает положительно. Такой способ привлечения граждан к уборке собственного города он считает цивилизованным. Кто-то приходит ради уборки, кто-то, чтобы выиграть приз, но так или иначе каждый принесет пользу. Последним стал вопрос о годе спорта. Мол, объявили, а площадок не строят, возмущалась дозвонившаяся. Строим, парирует глава. За 2 года 9 комплексов. Плюс еще 5 в 2013-м. Кроме того, мини-площадки появятся и во дворах. Нужно вот такие дворовые мини-спортивные комплексы, гимнастические, брать. И мы так, для почина, что ли, да, дополнительно 40 таких комплексов закупаем, и именно дворовых. Муниципалитеты их будут устанавливать на местах, и, пользуясь случаем, еще раз призываю муниципалитеты активно в этом участвовать и со своей стороны принимать такие же программы по развитию именно дворового вот такого спорта, так же, как и Сыктывкар, потому что, на мой взгляд, это очень важная составляющая массовости, возможности массового занятия физкультурой и спортом. А ведь это самое главное. Устанавливать площадки будут муниципалитеты. Вячеслав Гайзер призвал глав городов и районов активнее работать в этом вопросе. В конце прямой линии губернатор отметил, такой формат общения, вне всякого сомнения, должен стать традиционным. А еще заявил, ни один поступивший звонок не останется незамеченным. Глава ответит всем.